بسم الله الرحمن الرحيم. Они, мурджииты, говорят, каждый, кто сказал «ля иляха илляллах», то он является мусульманином, из обитателей рая, что бы он ни совершил, сколько бы неверия и многобожия он ни совершил, сколько бы раз он не впал в заблуждение, все это не вредит ему при наличии «ля иляха илляллах». Соответственно, тем самым они причислили неверующих к исламу. И кто же те, о ком идет речь? Это сделали мурджииты. Они исключили деяния из основ веры, имана. Они говорят, что иман у них представляет собой слово, которое произносится языком, и убеждение в сердце. А что касается деяний, то они служат как дополнение к этой основе. Совершил ты их или нет, ты все равно у них считаешься из обитателей рая. Тем самым они облегчили неверие и многобожие для уммы. И не была эта умма испытана болезнью сильнее, чем болезнь аль-ирджа, мурджиизм. Те, кто ослабил эту умму, сделал ее немощной, так что в итоге она оказалась позади остальных общин, это мурджииты. Взгляды мурджиизма, убеждения мурджиизма, эта мерзкая акида стала причиной того, что вероубеждение этой уммы стало слабее, чем жилище паука. Они, мурджииты, говорят, что каждый, кто сказал «ля иляха илляллах», является мусульманином, спасшимся от вечного пребывания в адском огне, что бы он ни совершил. Это отвратительная болезнь, которой испытана эта умма, и мы до сих пор страдаем от нее. Она прогрессирует, представляется в новых формах и проявлениях, которые не были известны ранним мурджиитам. Ранние мурджииты были намного лучше, более богобоязненными, более чистыми и аскетичными, чем нынешние. Самое малое, что можно было о них сказать, так это то, что они были набожными людьми, и то, что они сильно порицали за оставление сунн, не ваджибов, а сунн. А что касается мурджиизма нашего времени, то он лишает тебя веры, прикрываясь самим исламом. Он говорит тебе: не волнуйся, просто скажи «Ашхаду ля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». А там уже сколько бы ты ни совершал грехов, ослушаний, многобожия и неверия, это на самом деле не является многобожием и неверием. Так, обход вокруг могил и гробниц становится не многобожием, а проявлением любви. И из признаков проявления любви к этим авлия и к членам семейства это то, что совершается обход вокруг их могил. Они целуют эти стены и железо на них, и это уже считается из признаков любви, а не из признаков многобожия. Также происходит и жертвоприношение, закалывание животных для них. Им дают обеты, назар. Закалывание животных и обеты – все это по логике мурджиитов не многобожие. Когда мы совершаем обходы вокруг могил, это не многобожие. Когда мы правим не по шариату Аллаха и идем в ногу с Западом, следуя законам, которые они утвердили, оставляя в сторонке шариат, потому что он, видите ли, не подходит к нашей эпохе. Это не является неверием и многобожием по словам мурджиитов. Это так называемый малый куфр, не выводящий из ислама. Посмотрите же на все разделы религии. Мурджииты испортили их этими аннулирующими пунктами. Вплоть до того, что человек, который совершает все, что захочет, стал чувствовать, что он из обитателей рая. И даже если ты начнешь порицать такого человека, они говорят: «Аллах прощающий, милостивый, что ты такое говоришь? Он же произносит «ля иляха илляллах». Все дошло до того, что даже когда кто-то проявляет свою любовь к врагам Аллаха и воюет с приверженцами ислама и его призыва, то по логике мурджиитов такой человек является мусульманином. Почему? Потому что он сказал «ля иляха илляллах». Поэтому, дорогие братья, грязное пятно мурджиизма намного опаснее и вреднее для уммы, нежели фитна хариджитов. Так как религия хариджитов, то есть чрезмерность в такфире, это религия, которую люди не принимают. Чрезмерность в такфире — религия, которую не принимают простолюдины. Их естество, их фитра отвергает ее. Человек не может просто принять то, что ты такфиришь, выводишь из ислама его семью, его мать и отца.
Нормальное общество не может принять то, когда им говорят, что все те, кто поклоняются Аллаху, являются неверными, и что при этом все внешние виды поклонения, такие как молитва, закят и так далее, не должны приниматься в расчет.